Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, отцы, поздравляю вас с праздником сегодня пророка Илии. Как вы знаете, весь православный мир отмечает этот день. И этот храм, где мы с вами находимся, в честь него. Так что этот день празднуем мы, молимся, чтобы Господь послал небесную росу на землю, чтобы почва была плодородной. Эти 9 колоколов с памятными надписями на абхазском языке для храма святого пророка Илии в Агудзерах отлиты в память о погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии и в специальной военной операции. Они ждут своего часа, чтобы занять место на звоннице и радовать прихожан праздничным перезвоном. В данном храме по благословению главы Абхазской православной церкви Виссариона Аплия состоялась благотворительная акция «Сбор пожертвований на восстановление данной колокольни». Собрано больше 2 миллионов рублей, закуплены колокола, заказаны в Воронежском колокольном заводе, колокола с памятными надписями. Еще один колокол весом 110 килограмм, заказанный в Воронеже, находится в Агудзерском храме и ждет своего часа. Колокол отлит для колокольни храма святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш, где идут реставрационные работы. Эта благотворительная акция также проходит в память о погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии и жертв Ладожской трагедии. На колоколе присутствуют надписи на абхазском языке. Самая верхняя гласит «Слава Богу за все». С Божьей помощью и силами выходцев из села Пакуаш была отхвачена идея Михаила Хашба, который он вотворил здесь, в этом храме Илии Пророка. И сбор, и все он возглавлял. И так как мы с ним оба выходцы из Пакуаша обратились дальше, он изначально получил благословение отца Далмата, иерея, и иерея Виссариона Аплия на свершение этой акции. Храм святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш был построен в 1890 году на средства Общества восстановления православного христианства на Кавказе, а также и на средства, собранные самими жителями села Пакуаш. По своей архитектуре храм не относится ни к одному из классических стилей. Его стены выложены целиком из камня. Размеры храма составляют порядка 17,5 метров в длину и 11,5 метров в ширину. Внутри находился одноярусный иконостас. На окнах сохранились кованые решетки времен постройки, а в проемах массивные деревянные двери из цельной широкой доски. Сзади храма мы видим колокольню, по стилю которой видно, что она была сооружена после основного здания. Как говорят местные жители, до строительства колокольни колокол висел на дереве. Акция благополучно проводится, сбор идет, и на сегодняшний день Михаил заказал в Воронеже и сам же его доставил сюда. Причина того, что прямо не повезли, то, что стены там должны реставрироваться. Сейчас звонница, колокольня уже в завершающей стадии. Сердца жителей села Пакуаш Ачимчирского района наполнены горячим желанием возродить родную святыню – храм святого великомученика Георгия Победоносца. Первым шагом на этом благом пути станет восстановление колокольни. Узнав о благочестивом стремлении пакуашцев, глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия благословил это начинание. Каждый житель республики может нести посильный вклад в это святое дело. Каждое пожертвование – это кирпичик в стенах возрождаемой святыни. Реквизиты для пожертвований вы видите на экране. Кроме того, можно отслеживать ход работ по восстановлению храма в телеграм-канале. Аэлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.